Добрый вечер, дорогие. Добрый вечер, кто присоединится сейчас. Ждем, когда присоединятся дорогие подписчики. Вроде бы все готово, вроде бы все подключил. В общем, Назым, добрый вечер. Спасибо, что нашли время присоединиться. Очень рад вас видеть. Сегодня у нас вот такой вот незапланированный прямой эфир. Ой, к сожалению или к радости, перед Новым годом невозможно. Вот про это хотел поговорить. Перед Новым годом, к сожалению, сейчас не хватает времени. Вот хотел сегодня провести прямой эфир. Назым, напишите, пожалуйста, как меня видно. Вроде бы изображение хорошее. Дело в том, что я планировал провести прямой эфир на компьютере. У меня что-то опять веб-камера не загрузилась. Вот. Пришлось подключать сотовый телефон быстро-быстро. Решил в 8 часов вечера сделать прямой эфир, так как вы привыкли, что у меня все видео выходят в 8 часов вечера. Поэтому иногда буду мотать головой, смотреть на компьютере, что там происходит, кто пишет мне комментарии. Ой, Назым, ну как сказать, как могут быть дела перед Новым годом? Мотаемся в работе. Хотя, конечно, в этом году работа перед Новым годом немножко подкачала. Связано, наверное, это с пандемией. Заказы, конечно, есть. Заказы не такие, как они были года 2-3 назад. Но спасибо дорогим уже постоянным клиентам. Благодаря им дела отличные. Вот. Вот сегодня я хотел поговорить с вами немножечко. Думаю, что у нас сегодня около часа, наверное, будет время. Мы сегодня с вами поговорим немножечко, как у кого дела, как у кого какая погода. Назым с Усть-Каменогорска, знаю. Поэтому Назым, у нас сегодня снег. Кто к нам еще присоединился, напишите, поздоровайтесь. Как вас зовут, с какого вы города, не видим. Присоединяйтесь к беседе, чтобы нам было поинтереснее. Я давно не проводил прямой эфир. По-моему, последний раз прямой эфир проводил то ли в сентябре, то ли в августе, уже не помню. Но вот все как-то вот этот год выбивает из колеи напрочь. Поэтому и назвал сегодня наш прямой эфир «Прощай 2020 год». Вот. Ну, пока присоединяются еще подписчики, еще вижу, кто-то присоединился. Кто присоединяется, здоровайтесь, представляйтесь, как вас зовут, с какого вы города. Так вот, так как я давно не проводил прямые эфиры, соответственно, подписчиков с этих времен стало на канале много. С многими мы еще так вот не знакомы. Поэтому хотелось бы сегодня с вами пообщаться, поближе, познакомиться. Ой, еще люди присоединяются. Пишите, кто присоединяется. Пишите, как у вас дела, с какого вы города, как у вас погода. Я вот начал эфир, хотел сказать, что у меня вот с сотового телефона прошу прощения, что-то выбило интернет. Наверное, выбил интернет. Напишите, как меня видно, как меня слышно. Нужно ли добавить свету? Нужно ли добавить зрелищ? Ой, слишком ярко. Дорогие подписчики, прошу прощения. Назым, спасибо большое. Что-то вот выбило, не знаю я. В этом году у нас беда, наверное, с интернетом. Вот, ну, на чем мы остановились, кто у нас подключается? Пишите, пожалуйста, откуда вы, с какого города, познакомимся с вами поближе.
Что-то я хотел сказать. Интернет перепугал всех. Ну что, дела у меня отлично, все хорошо. Планов очень много. К сожалению, было очень много планов в этом году. Было много проектов, которые хотел сделать на канале YouTube, но вот, к сожалению, не пошло. Кто у меня уже давно подписчики знают, что вот у меня, по-моему, в мае месяце стартовал такой проект, как караоке-шоу. Вот, он не нашел такого большого отклика в сердцах моих подписчиков, и пришлось этот проект закрыть. Вот, на самом деле проект интересный. Я думаю, что мы его попытаемся реанимировать искусственным дыханием и рот в рот и все-таки возобновить Петропавловск, Света с Петропавловска. Напишите, как у вас погода. Вот у нас в Усть-Каменогорске идет такой легкий снег. Ну, кстати, обещают такой сильный мороз к Новому году. Аж что-то лишь чуть ли не до 42 градусов. Вот. Вот, поэтому, дорогие мои, у меня в планах на Новый год, надеюсь, что снимут уже эту пандемию. У нас сегодня мороз минус 25. Не, у нас теплее, конечно, у нас теплее, но обещают до минус 42. Посмотрим. Вот, дорогие мои, хотел бы с вами поговорить, что вам нравится, что вам не нравится на моем канале, есть ли у вас какие-то предложения, потому что хочется в новом году, чтобы мы с вами стартанули и сделали контент еще лучше. Да, у нас тоже на днях прям чуть ли не загорать можно было. Но тем, у кого есть машины и кто любит отдых, активный отдых за городом, у нас все-таки такой город в устье каменных гор находится, поэтому у нас есть места для любителей лыж, сноубордов. Это прям вот лучше не найти. Дорогие подписчики, вижу, что присоединяется все больше и больше. Напишите, кто с какого города, какая у вас погода, с кем я знаком еще, а кто впервые на моем прямом эфире. Вот, сегодня мы с вами немножечко просто поговорим, познакомимся. Я обещал давно сделать прямой эфир, и все никак не доходили руки. Вот я в начале эфира начал говорить, потом сорвался интернет. Хотел сделать прямой эфир на компьютере, у меня веб-камера, все как положено, как у всех блогеров. Вот, но что-то не пошло, не знаю, то ли не хватает мощности, то ли чего. Но до этого, кстати, прямой эфир проводил, и все было прекрасно, все было хорошо. Вот, но пока присоединяются к беседе наши подписчики, начну, знаете, разговор с того, что год и так, в принципе, был тяжелый, достаточно такой тяжелый для всех, наверное. И так уже у всех и нервы на пределе, все уже устали от этого года. Поэтому давайте в этом году устроим каждый, кто-то со своей семьей, кто-то с друзьями, устроим бомбически просто встречу 2021 года. Потому что вот я вот что-то вот где-то вот здесь вот чувствую, что все-таки 2021 год, он будет намного лучше. Но немножечко хочу рассказать, что сегодня у меня. Я вижу, вам понравилось. У меня как-то был такой эфир. Было такое видео, где я рассказывал небольшую проблему, которая у меня получилась с моим представителем. Сегодня у меня была небольшая... Да вообще это проблемой, конечно, и не назову. Но вот хотел с вами поделиться, пока присоединяются подписчики. В общем, сегодня я встретился с клиенткой. Она у меня новая клиентка. Я в первый раз вижу. Вот, мы с ней встретились. Ей нужно было тушь для ресниц. Первое впечатление она вызвала у меня то, что она приятно одета, выглядит дорого-богато. Не знаю, насколько на ней там дорогие вещи, честно сказать, в этом не разбираюсь, но выглядела она очень так респектабельно, симпатично и накрашено все прям прекрасно. Но когда у нее началась интонация, мне бы тушь какую-нибудь хорошую. Что у вас в Avon есть? Можете предложить? И вот эта интонация, конечно, мне уже сразу как-то выбила мне из колеи. Ну, конечно, могу предложить. У меня-то туши, в Avon полно. Привет, Россия, Пензовская область. У нас морозы, но снега нет. Что планируете на Новый год, где и с кем? Да, конечно, сейчас все это расскажу.
Вот, ну немножечко расскажу сейчас, как у нас сегодня драка чуть ли не произошла с клиенткой, у меня это впервые. Но я еще раз говорю, вот этот год он настолько был тяжелый, что уже в уходящие вот эти дни хочется, чтобы все клиенты, все люди, ну вот все мы были немножечко друг к другу добрее. И вот я и начал показывать, и вот, я и начал показывать и предложил ей нашу вот эту тушь для ресниц 5 в одном. Девчонки, напишите, пожалуйста, ваш отзыв, потому что у меня эта тушь среди моих клиентов пользуется просто бомбической популярностью. И она у меня в этом году занимает, наверное, первый номер. То есть я продажи сделал, я не знаю, вот если грубо сейчас посчитать, я, наверное, за год, наверное, штук 80, наверное, этих тушей, если не больше. Не знаю я. Ну, очень много я их продал. Заказывали ее просто классно. И я этой клиентке, естественно, я всегда всем клиентам предлагаю самое лучшее. Если у нас вейва не появляется, Назым, спасибо большое за ответ. Если у нас появляется... Я смотрю на камеру, так раз никого не перепугал, никого не отпугнул, приблизился так быстренько. Просто у меня на сотовом, когда я с вами общаюсь, ваш чат пропадает, а на компьютере вот я его вижу. Вот, так вот, я никогда клиентам не предлагаю непроверенный товар. То есть вот есть проверенная тушь, пожалуйста, тушь хорошая. Открыл, есть демонстрационная кисточка, знаете, да? У меня на канале YouTube есть такой видеоролик, кто не видел, обязательно посмотрите. Очень удобен. Эту не пробовала, а люкс попробовала. Очень понравилось. Удлиняет, не сыпется. Посмотрим, как долго поддержится, не засохнет. Светлана. Вот знаете, вот до смешного сейчас дойдет. Я же ей хотел предложить потом люксовскую тушь, но так как она себя повела, до свидания 2020 год и до свидания новый клиент. Не надо таких клиентов, вот точно, блин. И все, я ей открываю эту тушь, показываю, она такая берет ее в руку. И внимание, вот внимание, у меня таких клиентов, знаете, нету, не было, и таких не надо вообще, даром не надо. Даже если она, ну если она на миллион, конечно, у меня закажет, может она мне нужна. В общем, затянул я разговор, она мне говорит, молодой человек, ну тушь, ну кисточка-то говняная. Женщина взрослая, я не знаю, ей там за 40 лет. Вроде, ну видно, что опрятно одета, чисто, все. Вроде бы говорит нормально. И тут такое слово говняная кисточка. Ребята, я, конечно, все понимаю. Да, это вот было вот... Мне хотелось, знаете, провалиться сквозь пол. Я зачем к тебе пришел? Говняная кисточка. Нет, у нас вейва не бывает. Бывает тушь не наилучшая, да, но всякое бывает. Но давайте говорить приличнее как-то, да. Естественно, она мне не понравилась, я сразу же штыками ответил, в смысле говняная. Это не говно, говорю, это кисточка. Если она вам не нравится, так и скажите. Да, она мне не нравится, она же у нас гелевая, мне нужна ворсинками. И вот, Светлана, я как раз-то мельком подумал в голове, но есть у нас люкс, да, люкс тушь, вот как раз-то она ворсинками. Но после вот этого слова говняная, знаете, она еще, что до того, как я пришел, начал доставать все кисточки, она сказала, что вообще я пользуюсь Mary Kay, ничего против не имею, никаких компаний. Пользуешься, пожалуйста, пользуйся. Я тоже пользуюсь туалетной бумагой, которой не пользуешься ты. Поэтому извините, но я не настаиваю. Я не претендую, чтобы ты у меня сейчас взяла все туши и была довольна. Вот. Но слово говняное, вот это вот, извините, вырубило. Естественно, когда она мне сказала, что она хочет ворсинками тушь, я сказал, нету. Но она увидела, что я достал много туши. И она, это вы специально? Я говорю, да. И все, развернулся, собрался и ушел. Вот вы знаете, вот раньше я как-то прогинался, как-то вот, но слово говняное, если, ну не знаю я, вот напишите, вот, как вы считаете, ну правильно я поступил или нет? Я считаю, вот лично мое мнение, мне вот таких клиентов не надо. Я представляю, как она себя будет вести потом дальше. Если она эту тушь возьмет, и эта тушь
у нее не пойдет, потом у нее какашки с ресниц посыпятся. Фу, не хочу я даже с ней дальше общаться. Мне нравится тушь питания и длина, и мне она один раз пришла без кисточки вообще. Ну, Назым, ну здесь, знаете, проблемы нету. Если вдруг у нас что-то, товар приходит какой-то бракованный, то без проблем можно вернуть. Обращайся, Назым, ко мне, я помогу как это сделать без проблем. Вот, дорогие мои, вот такие вот клиенты в уходящем году. Хочется вот как-то вот, чтобы настроение, да, поднималось к Новому году, а тебе его продолжают топить. Ой, нас уже так много, напишите, пожалуйста, кто присоединился, откуда вы и как у вас погода. Может быть, сейчас куплю билеты к вам уеду. Да, правильно, я бы сразу ушла бы. Спасибо, Назым, за поддержку. Но надеюсь, что так оно и есть. Потому что, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Спасибо, что присоединяетесь. У нас сегодня такой вот незапланированный прямой эфир. Я очень рад всех вас видеть. Присоединяются все мои подписчики, все мои самые-самые, вот кто в 20:00 ждет эфира. Ой, эфира, обзора. А сегодня обзора нет. Вот, сегодня у меня нету обзора, потому что решил провести с вами прямой эфир. Вот, вылетело из головы. Алла спрашивала, какие у меня планы на Новый год. Но у меня, как всегда, я уже с родительского гнезда вылетел, поэтому с родителями последний раз встречал Новый год, это 2000-й, миллениум. Я говорю, приду к вам, буду с вами сидеть, отмечать Новый год. Поэтому уже вот, получается, уже как на протяжении столько лет, конечно, встречаюсь с друзьями, бывает в гостях, бывает дома. Давно уже мечтаю встретить Новый год где-нибудь в теплых странах. И каждый год вот в этом году точно на Новый год улечу в Таиланд, улечу куда-нибудь в теплые края. Ну вот, как видите, улетели. Вот, улетели, а паспорта остались в Казахстане. Вот. Поэтому этот год я буду с друзьями. Так как у меня идет обильный ремонт, поэтому буду встречать у друзей в квартире. Вот. Что планирую? Ну, обычно Новый год у молодежи какой может быть Новый год? Будем гулять. Будем гулять, отдыхать. Кстати, хочу сказать, что я, если буду, конечно, в состоянии, если я не буду так вот, ну, занят буду точно, наверное, но я постараюсь ночью выйти в прямой эфир, чтобы вас, дорогие мои, поздравить. Ну, надеюсь, что этот прямой эфир не затянется. Но я уверен, что, наверное, никто и не будет смотреть YouTube ночью, но я это все равно сделаю. Вот, выйду в прямой эфир, я постараюсь выйти в прямой эфир в новом году, уже в новом году. Может быть, еще 31-го выйду, не знаю я. Не знаю. Но в этом году точно хочу сказать, что мы еще с вами соберемся, еще проведем прямой эфир. Вот. Ну, наверное, чтобы как-то это, я не знаю, поздравиться, что ли. Кто здесь? Кто здесь? Дорогие мои, напишите, кто здесь. Поддержите разговор. Напишите, кто с какого города. Я вот уже сказал, что у нас сегодня идет легкий такой снег, такая, знаете, новогодняя такая классная погода, тепло, прям классно, так, ну не знаю. Но обещают, морозы до 42 градусов. Я не готов, валенков нет. Так, выходите обязательно в эфир, с вами не скучно. О, там точно будет, наверное, не скучно. Я смотрю YouTube 24/7, марафон, конкурс хотите провести. Да, Назым, у меня... Если Назым точно должна знать, я получил от компании вот такой бьюти-набор Инью. Я обещал подписчикам провести такой вот, как сказать там, тест-драйв, да, где бы я всю эту линеечку использовал бы в комплексе и рассказал, как она мне понравится, как она будет работать в комплексе. Но, к сожалению, у меня происходит ремонт. Как раз-то он происходит в ванной комнате, где, казалось бы, надо умываться. И, ой, ну поверьте, вот в новом году таких будет эфиров и обзоров будет очень много, где я буду в прямом эфире, не в прямом эфире затестивать всю, наверное, косметику. У меня будет шикарная. Ой, мы в эфире. Ну вот такой вот у нас нынче интернет, друзья.
только что был с вами, вырубили. Так, на чем мы остановились? Я рассказывал про вот этот бьюти-бокс, что хотел провести, но, к сожалению, пока вот есть такие нюансы, которые не дают мне их платить в жизни, поэтому поэтому пришлось начать тестировать. У меня это уже 5-й курс ампул. Не знаю, мне они очень нравятся, поэтому что у меня тут? Дорогие мои, напишите, вылетал из эфира, эфир идет, все ли у нас в порядке, видно меня, слышно? Нет, это Назым, это у меня, наверное, интернет, это не у вас. Так, привет из Шымкента, у нас дождь. Какой дождь? Айдана на... Это что такое? Алексей, у вас в последнее время нервы сдают. Не переживайте, правильно сделали, что развернулись. Ну а как они не сдают? Знаете, вот действительно вот стараешься. Так, прошу прощения. Прошу прощения, но что-то у меня интернет впервые такое. Сколько прямых эфиров проводил, никогда такого не было. Это вот у меня что-то с интернетом. Ребята, извиняюсь. Включил еще и мобильные данные. Надеюсь, что теперь будет все четко. Вот, ну как, конечно, нервы будут не сдавать. Во-первых, устал. Во-первых, конец этого долбаного года. Вот этот сам год весь напряженный. Плюс еще вот эта вот пандемия, непонятно как, чего. Впереди Новый год. Вообще читали, что в Уральске, это у нас в Казахстане, так вообще сказали Новый год не встречать. Ну вот как я собираюсь с друзьями. Поэтому, конечно, как нервы не сдадут. Уже не знаю. Вот. Но я надеюсь, что я поступил правильно. Она, конечно, так посмотрела на меня вдогонку. Но, извините, миссис Поппинс. Туши ей говняная. Так, кто тут что написал? У Сергея погода минус 17. Прям бодрячок. Бодрячок. Так, Алексей, вас в последнее время не раздают. Да. Это я уже сказал. Вот, поэтому, дорогие мои, напишите еще, вот кто сейчас еще со мной продолжает находиться в эфире, напишите, пожалуйста, может быть, вам что-то интересно, да, напишите, какие бы вы хотели от меня видеть, может, проекты, может быть, какие-то видео. Назым я уже ответил, будут марафоны, будут всякие эксперименты, буду делать, поэтому буду стараться в следующем году наш контент делать интереснее. Вот, это обязательно будет. Поэтому, да, кулинария тоже будет. Я опять же говорю, что в связи с тем, что у меня сейчас ремонт, у меня все, что было в ванной комнате, сейчас стоит на кухне. На кухне грязно, бардак. Это ужас, я не стал вам показывать. Конечно, кулинарные тоже будут влоги, будут мукбанги. Все будет. Ну, по крайней мере, кулинарные точно будут. Об этом я говорил. Я еще хотел... Думал, поеду в путешествие в этом году. Будем путешествия снимать. Ну вот, поехали. Как минимум на дачу к друзьям. Да, хорошая тема. Кулинарные влоги, они никогда лишними не будут. Почему бы и нет? Поделаем. Что еще интересного вы хотели бы услышать? У меня, знаете, у меня такая вот идея делать каждую неделю делать какое-то вот такое видео, как прожита неделя, да, то есть вот что произошло за неделю, может быть, какие-то там супер-пупер продажи, я не знаю, может, что-то интересно купил, ну, хотя, в принципе, если что-то я покупаю, я вам все показываю, да, поэтому как-то так. Так, кто у нас присоединился к прямому эфиру, напишите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы. Вот, ну, а тем, кто давно присоединился. Что тут у меня пропустил? Ага, ничего не пропустил. Это как-то тоже вот у меня девушка была на прямом эфире, написала сообщение, а я это сообщение, ну, в упор не вижу и все.
Где оно? Как оно? А потом она обиделась на меня. Почему я не ответил на ее вопрос? Вот, в общем, вот такие дела. До Нового года я ремонт не закончу, не успеем. Поэтому сейчас у меня самая задача, главное, до Нового года закончить ванную комнату, уже потом туалет. И у меня, как вы видели, у меня еще часть коридора тоже требуется ремонта, еще не закончена. Вот, ну а кто еще не видел, у меня есть влог, ром-тур называется, по моей квартире, где, ну, где комнаты, которые уже в ремонте, я вам показал. Кто не видел, посмотрите. Наверное, будет очень интересно. Вот, дорогие мои, ну что, есть ли еще у вас какие-то вопросы? Давайте к вопросам непосредственно перейдем. Может быть, у вас какие-то вопросы по нашей любимой работе, может быть, не только по работе. Потерял свою шапочку. Помните, у меня в прошлом году была шапочка Avon? С этим ремонтом не могу найти, но буду искать. Буду искать. Я без нее ни один Новый год не провожу. Как так? Вот. Ну вот смотрите. Что у нас получается? У нас с вами остается до Нового года уже буквально считанные дни. Неделька. Чуть меньше недельки, да? Так, суббота-воскресенье. Вот, но я обещаю, что мы еще обязательно выйдем в прямой эфир, чтобы поздравиться непосредственно с Новым годом. Ну а самые такие смелые, то мы с вами еще встретимся ночью 1 января. Уже с шампанским, как положено, со столом, с оливье. Вот. Желаю вам терпения. Я по поводу ремонта. Ой, Сергей, вы, наверное, точно меня понимаете прекрасно, да? Ой, на самом деле, конечно, знаете, с этим ремонтом для меня было самое тяжелое — это туалет и ванна. Поэтому я оставил на последнее, как говорится, вишенку на торт. Вот. И самое, что тяжелое в этом, это сантехника и кафель. О боже мой, сколько тут было пыли, до сих пор еще пыли много, закончу ремонт. Не знаю, аж прям хочется, я ни разу в жизни не нанимал киллинговую компанию, чтобы они мне здесь уборку сделали. Сейчас думаю, может быть, даже и нанять. Нам всем, нам все интересно. Алла, спасибо большое за поддержку. Ой, Ислам, вот как раз-то вот сегодня я начал прямой эфир с туши, но для меня, как для консультанта, да, для представителя Avon, вот эта тушь у меня сейчас пользуется максимальным спросом. Это тушь 5 в одном. Но вот знаете, сейчас вот это на слуху 5 в одном во всех каталожных фирмах есть такая тушь. Вот у нас тоже появилась 5 в одном, что очень хорошо, девчонки оценят. У нее кисточка вот здесь идет дополнительно на кончике. Есть еще кисточка. Очень удобно подкрашивать уголки. Уголки ресничек на глазах. Вот, стоит она 1600 тенге, но вот она реально того стоит. Вот, а до этого у меня была популярная тушь Супершок. Супершок, она в принципе как бы и сейчас остается такой одной из ходовых, но 5 в одном, вот эта, которая сейчас, вот она вот у меня номер один. В 2020 году я ее продал вот очень большое количество. Я счастлив, что она вышла. Кстати, видели, что у нас в Avon? Вот Супершок. Классическая, которая обычная Супершок. Мы тоже делали ремонт, но мы его закончили, ура. Вот как раз ты, Сергей, я вас поздравляю, что вы закончили ремонт. Но я тоже скоро закончу и попрем. Вот. Вот такая вот, в принципе, тушь. А так, в принципе, можете, Ислам, можете зайти. У меня, по-моему, в этом месяце выходил видеообзор всех тушей нашей компании Avon, которые сейчас действуют. У меня есть все тестеры, то есть я каждую новую тушь оставляю себе, чтобы себе, чтобы ее попробовать. Нет, я ее оставляю себе для демонстрации, потому что девчонкам проще, они попользовались и могут рассказать, да, про нее. Мне сложнее, вот, поэтому у меня есть каждая тушь открытая, поэтому мне проще. И знаете, кстати, это очень удобно в продажах, когда тушь открытая, и ты продаешь чисто запечатанную тушь, свеженькую. Алла, кто делает ремонт сам? Нет.
Ну, тут часть ремонта покупается, а часть ремонта помогается. Вот. У меня только я только деньги делаю на ремонт. Вот. То, что я делаю, им особо не нравится. Назым, уточните, пожалуйста, не понял. То, что я делаю, им особо не нравится. Кому, Назым? Ремонт? Ой, боже мой. Вот такие, в общем, дела. Так, ну что, дорогие мои, сегодня мы запланированы с вами часик посидеть, максимум, если не устанем. Назым что-то пропустил. Кулинария. Ну, будем вместе, значит, Назым с вами учиться готовить какие-нибудь блюда. Я, кстати, давно в этом году мало готовлю почему-то, но не знаю. Я говорю, этот год какой-то вообще тяжелый. Еще вот этот ремонт, я во время карантина, когда мы закрывались на карантин, у меня тут ремонт шел полным ходом. Поэтому иногда даже, знаете, вот готовить ничего неохота. Честное слово. Вот. Ремонт. Ой, надеюсь, что в новом году будем все жить счастливо без ремонтов. Так, Назым пишет про уход. Что можете сказать? Бюджетный вариант, набор для клиентов. Но у нас, в принципе, Naturals, самая такая бюджетная линеечка, она просто, вот знаете, отлетает, так скажем, от заказов. Я всегда предлагаю, ну вот, она, видите, это бюджетная линеечка, она, кстати, все меньше и меньше. Вот. Что-то вот в этом каталоге прям не вижу. Ну вот, Назым, вот эта вот линеечка, здесь есть и крема, их сейчас мало в каталоге, есть тоники, очищающие средства, скрабики. Вот они из бюджетных, они в принципе хорошие и недорогие. Вот, и вот линеечка Kia, это, конечно, самая такая вот бомба. Она чуть-чуть подороже получается, чем Naturals. Но вот она самая бюджетная, наверное. В линейке Kia очень много всякого ассортимента, поэтому предлагайте, она вообще идеальна. У меня вот она в лед. У меня вот Inyu очень сложно идет. Это вот которые, тем, кто вот не знает, это вот которые вот у нас самые такие дорогие считаются в компании. А вот линеечка Kia у меня просто отлетает. Лосьоны берут. Ну, я в обзорах часто об этом говорю. Ислам, спасибо большое. И шампуни какие хорошие. Ну, на самом деле, шампуни, я всегда говорю, что шампуни, наверное, как и вся косметика, здесь надо попробовать. Попробовать, что подойдет вам, ну или вашим клиентам. Поэтому я рекомендую начинать брать шампуни с маленьких объемов. Я вот в компании уже более 10 лет и говорил, и буду говорить это всегда, не стесняясь, не боясь, что я начинал в Avon пользоваться вот этой линеечкой Naturals. Она тогда вообще, когда я начинал, копейки какие-то сущие стоила. По-моему, шампунь был 260, что ли, тенге, или 350 тенге. Сейчас он 439 тенге стоит. Шампуни вот эти вот, в принципе, они хорошие. Главное, Ислам, самое главное подобрать правильный шампунь. Потому что бывает, хапнут по запаху. Вот как у меня бывает, клиент понюхает. Какой классный запах. Я говорю, у вас волос какой классный запах? У меня жирный волос. А берет супер-пупер увлажняющий жирный шампунь для сухих волос. Естественно, он ей не подойдет. Вот, сейчас я этой линейкой практически уже не пользуюсь. Я перешел на нашу профессиональную линейку. Кстати, она в новом году обновится. Это, то есть вот эти шампуни. Но и тем не менее, так получилось обстоятельство, что я сейчас эйвонским шампунем пользуюсь только от перхоти, который. От перхоти, вот этой линейки Advance. Вот, а у меня шампунь совсем другой марки. Он мне идеальнее подошел. Поэтому я перешел на шампунь другой марки. У вас в Инстаграм написано сторис про мартовский каталог. Где его смотреть? Нигде. Пока, Светлан, пока каталога мартовского, казахстанского нету. В России есть. Можно посмотреть, но они сейчас очень сильно отличаются от наших. Поэтому у меня там написано то, что в марте выйдет. В мартовском каталоге выйдет тушь, вот эта новая тушь, которую нам презентовали на вебинаре, что она прям супер-пупер.
Ну, не знаю. Жду с нетерпением. Позвоню вот этой клиентке, которая у меня сегодня про говняную сказала, и скажу: у нас тут супер-пупер тушь вышла. Не хотите ли попробовать? Шутка, конечно. Нет, все. С такими клиентами я не работаю. Даже если она позвонит, я ее сразу в блок. Не хочу. Лёш, вам, помню, понравился белый Attraction, но как спустя время сложно. Во, Алла, спасибо большое. Я знал, что кто-то может спросить про ароматы. Естественно, я их приготовил. Два аромата. Вот, кстати, хочу сказать, продажи у меня, как я планировал, на этот аромат не пошли. Вот только я, когда прорекламировал своим друзьям, я собрал там, по-моему, около 10 ароматов Attraction. Я продал именно вот этих белых и пару, наверное, черных я продал. И еще у меня в заначке лежат ароматы. Они людям, ну, как-то не зашли, не идут. Мне лично вот этот аромат офигенно как нравится. Единственное, что в чем проблема. Сейчас, когда вот я, когда его наношу, пшикаю на себя, да, вон, извините, прямо скажу, вот он вонючий какой-то. Он какой-то вонючий, резкий, какой-то дерзкий, не знаю, ну... Но стоит ему только выдохнуться, он открывается, как я его... Ну, я его сейчас, в принципе, не расстаюсь, пользуюсь только исключительно им. Вот, как и все мои друзья, кто успел его приобрести. Вот, поэтому он мне нравится, да. Но честно скажу, что почему-то первое впечатление, когда пшикнешь этот аромат, оно какое-то ужасное. Поэтому есть вопрос, что клиенты его боятся брать. Вот сейчас вот он... в крышке, он даже не так пахнет, как он пахнет на моей одежде. И вот он настолько стойкий, что от него шлейф, особенно, почему-то, знаете, он на теле не так держится, как он держится на моей одежде. Причем на майке, на кофте, на куртке. Не важно, какая ткань, какая это, лишь бы только не моя кожа. Но вот на коже не знаю, а на одежде прям это что-то. И бывает, что... Я курточку, вот сегодня снег шел, я курточку повешал не в шкаф, а немножечко в коридоре повешал, чтобы она обсохла от снега. И когда прохожу, прям шлейф обалденный. Я тащусь от этого аромата. Он у меня есть, я им буду продолжать пользоваться, это точно. Вот, у меня волосы, корни жирные, а кончики сухие. Что можете предложить из профессиональной серии шампунь? Назым, я не знаю, честно. Я еще раз говорю, надо пробовать методом. Ну вот видите, корни жирные, а кончики сухие. Попробуйте 5 масел. 5 масел, которые шампунь. У меня практически все мои клиенты, я их посадил. Я их посадил на этот шампунь. Тот, кто не знает, я все покажу его сейчас, если он сразу попадется. Да. Вот, Назым точно знает. Вот такой шампунь. 5 в одном. 5 масел. Он, ну, просто офигенный. Я сам, честно, его не пробовал. Но у меня есть такая близкая клиентка. Она его когда попробовала новинку, она прям сказала: Леша, целую руки, ноги, все, что есть. Ты предложил шампунь века. Она так сказала, я начал предлагать клиентам. Вот, у меня родственники попробовали, все довольны клиенты. Назым, я не знаю, попробуйте его, он вроде как подходит для всех типов волос. Так, вы белый Attraction на женщине представляете или все-таки он больше мужской? Да, я представляю вполне. Но у меня, конечно же, больше всего белые ароматы мужские, мужчины разобрали. А вот как раз-то 2 черных аромата, они такие сладковатые. Мужчины, я уже говорил где-то в каком-то обзоре, что мужчины сладкие ароматы не особо любят. Но, опять же, давайте говорить, что... Песню вспомнил: на 10 девчат, 8 ребят. Хотел сказать миллионы мужчин, но, видимо, не миллионы, раз их 8 на 10 девчат. Вот. Не всем, конечно. Есть мужчины, которым нравится. Вот, кстати, вот этот наш подростковый такой аромат, да, молодежный, X-Series, фиолетовый такой, он же сладкий аромат, он прям вот его сметают. Его прям сметают. Поэтому... Не знаю. Ну, честно скажу, что по мне, да, этот аромат одинаково подойдет. Ну, просто вот еще раз говорю, что женщинам больше, наверное, сладкое нравится. Вот. Но еще раз говорю честно, у меня белый аромат,
разобрали исключительно друзья и клиенты мужчины. А вот 2 аромата точно девчонки забрали. Так, спасибо большое. Мои клиенты подсели на дисциплину волос в шампуне 700 миллилитров. Вот, кстати, я тоже вот хотел поспрашивать. У меня почему-то дисциплина волос никто ни разу не брал. Я сам, знаете, что это было? Что это было? Я забыл, что я в прямом эфире. Ухо зачесалось. Вы знаете, я еще из этой линейки пробовал шампунь от потери волос. Борьба с потерей волос. У меня какой-то момент то ли витаминов в организме не хватало, то ли чего. И я взял этот шампунь, но я им даже неделю не пропользовался, поэтому не могу сказать, что он подходит или не подходит. То есть тоже в линейке Advance есть шампунь борьба против выпадения волос. Вот, попробуйте, не знаю я. Сейчас проблем нету. У нас, как у меня говорила парикмахер всегда, все, что у нас на голове, это все у нас в организме. То есть, если человек болеет, сразу волосы. Так, у меня на голове все нормально. Просто я с работы весь день на ногах. Вот. Поэтому немножечко без прически. Прическу скоро сделаю. Вот, да, кстати, надо будет выйти в прямой эфир, когда сделаю прическу. Подстригусь к Новому году. Так, что у нас происходит? Кто что пишет? Дорогие подписчики, присоединяйтесь к беседе. Кто только присоединился. Вот. Поэтому, да, есть еще какие-то у вас вопросы и пожелания. Я понимаю, что вам все нравится. Но вот знаете, когда смотришь статистику, вот выходит обзор чего-нибудь. Но, допустим, у меня обзор светофора или там магазина Fix Price не особо смотрят. Но вот обзоры каталогов, конечно, смотрят с большим удовольствием. То, что там написано, 3 дней идеальная прическа, правда? Не знаю, Назым, надо пробовать, честное слово. Я говорю, еще раз говорю, что я всегда, еще раз повторять буду, что с шампунями надо все-таки быть поаккуратнее, надо выбирать с пристрастием тот шампунь, который вам больше будет подходить. Ой, так, Ислам, какой крем посоветуете для лица, для жирной кожи? Без проблем. Листаем каталог. Ну вот в новогоднем каталоге, знаете, очень тяжело листать. Очень тяжело листать. Смотрите. Есть вот такой вот у нас линеечка. Прям тут написано, он матирующий. У меня их, конечно, слабенько берут, потому что они, они подороже. Они, в принципе, как всего лишь там 1000-1200 тенге стоят. Больше всего, конечно, у меня, как еще раз говорю, что у меня идет линеечка Kia. Прям там, знаете, на каждом креме написано. По-моему, там огурец и алоэ, что ли, идет. Где он? Да. У меня больше всего разбирают вот этот вот крем. Больше всего вот этот крем, он пользуется популярностью. Я показываю лосьоны. Но такой же крем есть. 100-граммовая баночка. Вот. И еще есть в линеечке Naturals. 500 тенге они, эти крема, стоят. Я не знаю, есть ли они в этом каталоге. Сейчас не буду искать. И знаете еще, кстати, на днях у меня заказывали. У нас же еще есть вот такая вот классная линейка. Я ее тоже много в свое время перепробовал, но сейчас у меня как бы высыпаний особо нет. Но я тоже ее рекомендую. Здесь вот есть хорошая пеночка кислородная. Можете тоже вот ей пользоваться, если у вас жирная или комбинированная кожа. Тоже пользуется большим спросом. Ну а крема вот попробуйте. Вот линеечки Kia. В принципе, они всем идеально подходят. Там даже не важно, мужчина, женщина. То есть эти крема идеально подходят для всей семьи. Добрый вечер, Лариса, добрый вечер. Спасибо, что присоединились к прямому эфиру. А новинку помады с блесками у нас разобрали на складе. Никогда не думала, что по такой цене разберут. Хотя у меня при заказе, хотя у меня 3 заказали. А как у вас? Я с Украины. Лариса, очень приятно. Это круто, что нас смотрят тоже с Украины. Вот. А на самом деле у меня заказывали пару таких помад. Клиентка потом мне позвонила.
Ну, не то, чтобы не сказать, чтобы она была недовольна, но она сказала, у нас получается в Казахстане эта помада, по-моему, 2200 стоила. Давайте я покажу на всякий случай, о чем идет речь. Вот, и она была недовольна. Она была недовольна тем, что помада только блестит поверху. Я не знаю, девочки, мальчики, правда это или нет. Не было возможности посмотреть. Подождите, она же в конце каталога. Да? Ой, нет. Потерял. Вот, и она сказала, что, Алексей, она только блестит, ну, как бы вот эти блески, они нанесены поверх помады. И она сказала, я ожидала, что будет вся. Поэтому она сказала, что за такую цену, как бы она недовольна. Подождите. Да, вот она. Ларис, вы про вот эту помаду говорите? Напишите, пожалуйста. Назым, спасибо большое. Не успел я, посмотрел. Да, они у нас приходили, эти помады. Я еще раз говорю, что у меня клиентка была, она позвонила и сказала, что она недовольна этой помадой, потому что она, говорит, только поверху блестит. А еще у меня заказывали вот эти тени, ну заказывали их не на первой неделе, а у меня их заказывали где-то на второй неделе продаж или на третьей неделе. Вот. И они уже у нас не приходят. Не то, что под кодом 5. Их вообще у нас нет на складе. Поэтому пролетаем. У нас вообще вот с тенями в Avon катастрофа. У меня клиенты любят, ну, у меня любят вот такие палетки. Сейчас я, конечно, жидкие тени предлагаю. Тени-карандаш предлагаю. Нет, тут хотят вот такие вот тени в палетках. Вот этой у нас палетки так и не появилась в Казахстане. Я не знаю, девчонки, кто из Казахстана, напишите, кто из вас заказывал, пришла ли вам эта палетка. Я видел где-то в интернете, у себя в Инстаграме я выкладывал видеоролик. Там такие шикарные оттенки. Просто, ну, клево. По такой цене, я считаю, что это очень клево. Ну, в общем, Ларис, вот как-то так. Вот. Я еще раз говорю, что мои подписчики, кто уже со мной давно, не дадут соврать. Я на все новинки беру, показываю. Где не могу покрасить губы, делаю сводчик на помады и так далее. Поэтому в этот раз вот что-то с ремонтом и с преддверием Нового года не успевал. Поэтому постараюсь уже в новом году восстановиться. Так, пигментированная стойка, блеск, правда, там мало. А в одной из оттенков совсем нет. В каком оттенке? Мне кажется, что, наверное, во всех нету. Ой, вы знаете, я слежу за Avon Европа. Я смотрю инстаграмы, ютубы, в интернете смотрю. В Европе очень много появляется косметики. И, как правило, эта косметика доходит до нас, до России, ну, до стран бывших СНГ, да. И там такие сейчас тени шикарные рекламируют. Так, многофункциональный 400-граммовый хорошо берут, правда. Он не всегда есть на складе или в каталоге. Айдана, знаете, у меня берут больше всего 700-граммовый, который с дозатором. Вот прям вот, знаете, я в этом году тоже их прям много продал. Но я и рекламирую их прям хорошо. Я никогда не пропускаю ваши обзоры каталога, всегда жду их с нетерпением. Дорогие мои, спасибо вам огромное. Я надеюсь, я, наверное, уверен, что вам они, конечно, обзоры нравятся. Ради этого я этот канал и создавал, вот, чтобы вам помогать. Неважно, мой вы представитель вы другого координатора или вообще с другой страны. Я стараюсь максимально делать все обзоры, чтобы они были интересны не только жителям Казахстана, но и России, Украины, Киргизии. У меня в Киргизии есть любимые мои подписчики. Вот, поэтому я буду стараться делать обзоры, а вы пишите, вы не стесняйтесь, пишите, что вам нравится, что вам не нравится, чтобы я работал над собой. Я все-таки начинающий блогер. Вот, кстати, видели, вчера у меня вышло про школу блогеров. Я еще и так себе блогер в 20-ке. Вот. Я смотрю российский каталог. Ну да, конечно, в нашей работе это важно, Назым, правильно, надо смотреть, потому что если уж в России появился этот продукт, то он, естественно, дойдет и до нас. Но хотя хочу сказать, что в России сейчас есть вот антибактериальные средства, которые у нас вот такой лосьончик только, а в России есть уже спрей
Вот. В России есть, по-моему, мыло антибактериальное. Так что не все до нас доходит. Есть тканевая маска в России какая-то новая, которая мне понравилась, а почему до нас не дошла, не знаю. Вот. Кстати, черная тканевая маска, которую я брал в Эйвоне, мне она все-таки разонравилась. Она после стирки очень много сходит краски, и я больше ее не беру. Маме я подарил, которая горошком, но у мамы она вроде бы так цвет не потеряла. Может быть, я стираю усиленно, не знаю. Так, Айдана тоже смотрит российские обзоры, особенно с нетерпением смотрю обзоры Оли. Ой, я смотрю всяких девчонок, интересно, но всякое бывает. Бывает, кто-то не нравится. Как и я кому-то не нравлюсь. Так, а у нас с Нового года тоже каталог будет раз в месяц. Да, да, конечно, у нас будет, теперь каталог будет по всему миру. По всему миру Avon будет раз в месяц. Он у нас и так уже, в принципе, идет второй месяц подряд. Январь будет месяц. А вообще официально мы стартуем в Казахстане с 1 февраля. Там у нас изменится система скидки для представителей. Тоже есть на моем канале уже видеообзор. Мы к этому еще с вами будем неоднократно возвращаться. Поверьте мне, ничего не пропустите. Кстати, я же мультиварку получил в подарок. Помните, надо было 25 ароматов Today купить? Я получил мультиварку в подарок. Вот. Она стоит запечатанная, ждет, когда я сделаю обзор. Вот. Поэтому я вот, знаете, как начал вести... Вот у меня сегодня вот это вот, знаете, знаете. Я как начал вести этот канал, у меня выработалось такое терпение. Я получаю подарок, он у меня стоит запечатанный, пока я не буду делать обзор. Назым, не переживай, мы с тобой лично созвонимся, если надо будет, проработаем, я тебе все объясню. Там ничего сложного нету, и на самом деле, ну, париться не надо. Когда мы будем размещать заказ, все равно будет там, все будет рассчитано. Со скидкой теперь Назым будет знать, знаешь что? Теперь будет накопительная скидка. Но я сейчас не буду про нее углубляться, дабы не тратить время нашего прямого эфира, которое уже надо бы закончить, а у нас только началась беседа, да? Вот, я, Назым, еще буду делать эфиры, еще все объясню, расскажу, не переживай, но я считаю, что это очень крутой шаг, мне он очень нравится. Я боялся, я боюсь его и до сих пор, но все неизвестное всегда страшно. Но в компании нам очень часто делали изменения, и мы с этими изменениями жили, принимали их в штыки, и тем не менее работаем, все хорошо. Вот. Единственное, что скажу, что теперь, так как каталог будет работать 1 месяц, 4 недели, у вас и у нас, то есть у нас, у представителей, будет возможность размещать не 1, а 2 и более заказов. Вот на это компания Global, я говорю не только Казахстан, а во всем мире компания делает ставку на 2 и 3 заказ. Вы обратили внимание, что сейчас, вот не знаю, как девчонки, кто с других стран, напишите, у вас есть ли такая фишка? У нас в Казахстане первую неделю, ну, типа тишина, на 2-й неделе мы уже получаем подарок за то, что мы делаем 2-й заказ. И, соответственно, если мы делаем 3-й заказ, мы тоже получаем еще раз подарок. То есть, видите, компания нас мотивирует делать 2, 3 и более заказов. Этим самым, если у вас будет 2 и 3 более заказов в каталог, у вас будет скидка, просто ну, классная скидка. И когда вы будете в следующем заказе делать заказ, допустим, если вы сейчас в феврале, Назым, если вот сейчас в феврале сделаешь заказ, суммарно на 50, на 60 тысяч за 1 каталог, у тебя будет гарантированная максимальная скидка в марте. А в марте ты начнешь работать, у тебя заказик будет 10 тысяч тенге. Раньше ты бы получила 15% на такой заказ, а с гарантированной скидкой у тебя будет 30% на вот этот маленький заказик. И так далее. Также будет и с доставкой. Так, я с города Бишкек, мы с вами соседи, но я смотрю только ваши обзоры, всегда очень интересно. Спасибо большое, мне, конечно, очень приятно, когда есть вот такие преданные зрители. Ну, ничего страшного нет, вы можете смотреть обзоры разных, конечно, блогеров, тех, кого удобно. Но у нас в Казахстане, я с гордостью могу сказать,
не хвастаясь, наверное, я номер один, да? Единственный блогер в Казахстане, кто делает, по крайней мере, делает такой контент, без остановки, так скажем, в режиме нон-стоп. Есть девчонки, не спорю, но там очень редко делают кто обзоры, а если делают, то с большими перерывами. Я же пахал весь этот год ради вас, дорогие мои, и надеюсь, что все обзоры практически вам помогали. Швед Женя присоединяется. Добрый вечер. Почему не было календарей на 2021 год? Жень, я не знаю. Вот у нас был вебкаст, на котором, в принципе, этот вопрос неоднократно задавали. Потому что я на этот календарь не попал, поэтому я сказал, сделаете, получите в глаз. Без меня календарь не должен выходить. Поэтому и не было. Вот. На самом деле не знаю ответ на этот вопрос. Скорее всего, может, это связано с пандемией, то, что тяжелый год был для всех. Ну, наверное, не секрет, не только мы потеряли заказы, и компания потеряла доходы. Может быть, в связи с этим были удары на что-то другое. Ой, ну нам прям сказали, что в следующем году календарь будет, и будет вау. Короче, ждем. А пока просто покупайте обычные календарики и как-то так. А если у вас сохранился календарь прошлого года, там же есть календарь на 2021 год. Поэтому посмотрите. Так, ого, надо потрудиться. Но нет, я не именно Назым сказал про 60 тысяч. Я имел в виду, что если, допустим, у вас будет один заказ на 15 тысяч, и один заказ на 15 тысяч, то это тоже будет скидка. Она не максимальная, там, по-моему, 20 будет процентов или 25%. Наизусть еще не помню. Но она будет увеличиться. Увеличится. Просто Назым, вернитесь, еще раз посмотрите обзор. Я думаю, что там... Ой, дорогие мои, мы уже с вами час в прямом эфире, надо уже закругляться, а у нас прибавилось людей. Поэтому давайте понемножечку будем закругляться. Еще подведем итоги этого прямого эфира. Но мы итоги еще не подводим. Я, конечно же, соберу вас, еще будет прямой эфир. Мы еще с вами поговорим немножечко, как что происходит у нас, как закрываем этот год. Вот. Ну, в целом, знаете, забегу наперед, скажу, что я этим годом доволен, потому что хорошо все. Вот. Я закрыл в звездном клубе следующий уровень. В прошлом году у меня был уровень жемчуг. В этом году... А какой там следующий идет? Сапфир, по-моему. Что дороже, сапфир или изумруд? По-моему, изумруд, да? Значит, сапфир я закрыл. Жду с нетерпением, когда получу свою награду, там диплом, не знаю, обещали. Жду золотую брошь с сапфиром и сделаю эфир, а может быть видеообзор, не знаю. И буду хвастаться, рассказывать. Но деньги, бонус денежный за звездный клуб я уже получил, я уже их потратил. На что потратил, я тоже буду делать отдельный влог и покажу, что я купил. Получил я по звездному клубу 80 тысяч тенге. Боже мой, переведите каждый в своей валюте. В долларах это где-то около 90 долларов. Ну, где-то так, 100 долларов 40 тысяч. Ну, где-то да. Где-то 200 долларов я получил в подарок от компании по звездному клубу. Звездный клуб — это у нас клуб координаторов. Вот. Так, ну что? Что у нас с комментариями? Дорогие мои, напишите, пожалуйста, как вам прямой эфир. Спустя 10 лет я провел прямой эфир. Да, Назым, спасибо большое. Пока, не хотел в эфире говорить. Спасибо большое. Не хотел в эфире говорить. Сейчас будете поздравлять. Чуть позже поздравимся. Отметим обязательно. Вот. Спасибо большое, спасибо большое. Поэтому для меня этот год, как бы он тяжелый не был, в работе, да, были падения, были взлеты, но все равно я каждый год заканчиваю со словами: год был хороший. Ну, не знаю. Сейчас, наверное, палками меня закидают. Что значит Алексей хороший? Ну как? Мы многие пересмотрели. У кого семья, мы больше с семьей время провели. Ну, давайте, ладно, это отдельно поговорим. Давайте будем понемножечку закругляться.
Давайте немножечко будем закругляться. Жду еще ваших вопросов. Если какие-то горячие вопросы, давайте, пожалуйста, напишите. И будем закругляться. Сегодня пятница. У всех свои дела. Впереди последние выходные в этом году. Почему? Ну, господи, боже мой. Мы же Новый год встречаем. Да, знаете, я так обрадовался, что в этом году все сочетается, Новый год. Не люблю, когда 31 там в понедельник, там в среду. Ой, в среду-то как раз он и будет. В субботу. А тут четко так получается, что у нас выпадает в четверг, да, Новый год. И как раз мы с четверга до воскресенья будем все гулять, отдыхать. А в понедельник многие пойдем на работу. Лариса, спасибо большое. Ислам, чудесного вам Нового года. Ну, я еще раз говорю, что мы еще с вами не прощаемся, что мы с вами еще до Нового года увидимся, где мы сделаем специально новогодний эфир, где друг друга поздравим с Новым годом. Обязательно сделаем такой эфир, поэтому спасибо большое. Всем тоже желаю, чтобы этот год, 2021, был, я не знаю, просто, вот, я не знаю, сказкой какой-то. И ньюс согревающий гамош вам нравится? Да, мне он нравится, но я еще раз говорю, что в связи с тем, что у меня сейчас дома происходит, я немножечко подзабросил за тесты делать. Но мы все вернемся, я обещаю, что все это вернется, и все это я вам покажу. И прямых эфиров обязательно будем встречаться. И да, на всех с наступающим Новым годом. Ну да, давайте поздравимся, потому что, может быть, в следующем прямом эфире кто-то не выйдет. Вот, давайте еще, знаете, пока еще не все не отключились, пока все еще не отключились, давайте сделаю небольшую рекламку. Дорогие мои подписчики, у меня, как и у всех блогеров, на канале YouTube есть вкладка «Сообщество», где я могу выкладывать фотографии, какие-нибудь, проводить опросы, где вы можете голосовать. На этой неделе я для себя открыл еще такую чудесную фишку. Теперь я буду проводить еще и выкладывать вам такие мини-ролики, какие обзоры вы можете посмотреть на ближайшие дни. Пожалуйста, заходите в вкладку «Сообщество», кто не знал об этом или кто ленился, заходите в вкладку «Сообщество» и следите за новостями, потому что очень удобно, оказывается, эта вкладка. Жду, когда у меня, не знаю, будет энное количество подписчиков, и у меня еще YouTube сделает вкладку сюжеты, то есть когда можно как в сторис снимать на YouTube. Прям жду с нетерпением. Так, ну что, всех с наступающим Новым годом, всем отличных выходных. Еще раз спасибо большое, что нашли вот этот пятничный вечер, время посидеть со мной, поболтать. Мне было очень приятно вас всех увидеть. Всем отличных выходных, всем пока-пока, пока. Под этим видео, кто этот обзор будет смотреть не в прямом эфире, это видео будет сохранено, поэтому жду ваших комментариев, пишите, кто не успел на мой прямой эфир, надеюсь, что на следующий вы обязательно придете. Ну что, дорогие мои, всех вас целую, крепко обнимаю, отличных выходных, пока-пока. Пока.